Президент Кыргызстана рассказал, почему не решается вопрос границы с Таджикистаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем же все-таки загвоздка. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Глава государства в ходе пресс-конференции рассказал о том, как идет процесс делимитации и демаркации границы с Таджикистаном. По словам президента, в документах по кыргызско-таджикской границе имеется 3 проблемных участка. Насколько быстро завершим делимитацию и демаркацию границ, настолько быстро откроется граница, сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на пресс-конференции в госрезиденции Ала-Арча. Он отметил, что Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана, которые обучаются в Кыргызстане, потому что они должны продолжать обучение. Вопрос же полного открытия границ с Таджикистаном, по словам главы государства, решится после делимитации и демаркации границ. До этого не будем открывать, чтобы не произошли конфликты, сказал он. При этом Жапаров сообщил, что на днях в Таджикистан снова выйдет межправительственная комиссия. В Таджикистан завтра или в понедельник вылетит наша межправительственная комиссия. Они каждый день тесно работают. Как быстро завершим делимитацию и демаркацию границ, настолько быстро откроется граница. Как мы решили вопрос с Узбекистаном и как мы с ним работаем, даст Бог, так и решим и восстановим отношения с Таджикистаном, сказал Жапаров. Жапаров, отвечая на вопрос журналиста, заявил: «Я готов решить вопрос границ сегодня же, но это не зависит только от нас». Как вы относитесь к таким заявлениям президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вопрос границ не решается уже 30 лет. До этого велась работа по уточнению границ с Узбекистаном. После Узбекистана планировали начать работу с Таджикистаном, поэтому я тогда не смотрел документы по Таджикистану. В мае УГКНБ взяли бумаги межправительственной комиссии. Там есть 3 спорных участка. Первое 275 метров в Торткочо, Джак-Арук и Кокташе. Второе дорога в Варух. Третьи спорные участки в Баткенском или Илекском районах. Но юридически мы правы, сказал Жапаров. По его словам, многое это последствия политических ошибок политиков и предков. Что касается Торткочо, 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров, будучи главой Совета Безопасности, подписал протокол. Поэтому они, таджики, заявляют, что это их земля. А я говорю: нет, это наша земля. Они нам суют этот документ, говорят: ваш секретарь Совбеза подписывал. Протокол он подписал так: признаю, что 275 метров земли принадлежат таджикам. Отдал им эту землю, но на 49 лет эту же землю таджики дали нам в аренду. Я говорю, что у Мадумарова в то время не было права подписывать. Никто не давал ему полномочий и не отправлял подписывать. Говорю, что это юридически негодный документ, рассказал глава государства. Он же объяснил, как решается вопрос границ между двумя странами. Сначала работают межправительственные комиссии, потом они подписывают соглашение и приходят к президентам. Потом я, как президент, смотрю, и если согласен, отправляю в Жагорку Кенеш. Если Жагорку Кенеш согласен, документ ратифицируется. Потом документ снова приходит ко мне, и после того, как я подпишу, решается вопрос границы между двумя странами. Больше ни у кого нет права пойти подписывать. Я ссылаюсь на это. Ему, Адахану Мадумарову, никто не давал полномочий, и этот протокол негодный. Здесь нет спора, но споры продолжаются, отметил он. Он добавил, что нужно время для решения этого вопроса. Проблема не решалась в течение 30 лет. Мы не имеем права отдавать ни метра нашей земли, подытожил президент. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.